На кадрах полицейские задерживают поджигателя травы в Лаишево. В роли нарушителя сам сотрудник МЧС. Так начинается третий этап командно-штабных учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Согласно легенде, вызов о возгорании поступил в службу 112. Первыми на место прибывает лесная охрана. Лесной патруль здесь для оценки обстановки. Роют траншеи, чтобы пламя не охватило все поле. До прибытия пожарных борются с огнем собственными силами. Несмотря на то, что это имитация лесного пожара, потушить даже такой костер не всегда удается. Если не справляется наземный транспорт, то тогда применяют авиацию. Ну, воздушным транспортом, конечно, это эффективность высокая, потому что любой наземный транспорт, он просто туда не доедет. Есть места, где туда просто невозможно. Мы или высаживаем лесопожарных, которые ранцевым способом тушат, а если есть возможность и недалеко водоемы, где можно будет забрать воду, то забираем воду и тушим с воздуха. По сценарию огнем охвачены 10 гектаров сухостоя. В эпицентре пожара может оказаться село. 357 человек эвакуируют. За последние 9 лет такое только на учениях. В республике за последние 9 лет удалось не допустить ни одного лесного пожара в лесном фонде, благодаря принимаемым профилактическим мерам. Тем не менее, есть угроза населенным пунктам и лесам от травы, поэтому эти учения также они актуальны. С 25 апреля по 10 мая в Татарстане особый противопожарный режим. В это время запрещено сжигание сухой травы и мусора, готовить пищу на открытом огне и делать то, что может вызвать лесные пожары. Ленар Гинатуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Лаишевский район.